сотни лет над землей между Волгой и Доном свистел ветер, и мчались степные табуны. Эти степи всегда были пронизаны солнцем и наполнены ветром. Лишь верблюды брели, и одинокие кочевья встречались в степи, обожженной солнцем. Там, где была вода, земля оживала разноцветием трав, кормила скот, наполняла воздух ароматом цветов. Из воздуха, солнца и камня люди построили в степи белый город и назвали его Элиста, что значит «построенный на песке». Вопреки старой поговорке, город, построенный на песке, уверенно проложил в степи улицы, поднялся этажами в небо, прикрыл землю тенью листьев. Некоторыми из многих эти двое в Элисте молодые дома, деревья, люди. Застыли в тишине герои из камня. Отчетлив, внятен был молчаливый вопрос: как живете, пришедшие за нами? Ждут ответа. Ищите его. Пройдитесь по улицам, лежащим на месте древних кочевий. Загляните в лица людей. Познакомьтесь с колхозом. Приехали в столицу на денек. Какой же калмык пропустит такое? Сотни лет знал он хмель конной скачки и всегда любил скорость и ловкость, удаль и смелость. Коня сменил мотор. Часы город пустеет. Общая страсть — мотобол и чабан в его власти. Степные чабанские будни. В них дом, хозяйство, семья. В них высокое небо, бескрайняя степь и жестокое солнце. Жизнь чабанской семьи идет, как и везде. Но степной человек привык к тишине и простору. И жизнь его накрепко связана со степью. Летом много спать не приходится. Нужно знать погоду, степь, овец. Нужно знать, где сладкая трава растет, где горькая, где пресная вода, где соленая. Как чабан накормит и напоит отару, такая и будет шерсть.
Жжет солнце, степь оцепенела в зное, разлилась в ней жаркая дрема, лишь чабан не одурманен зноем, он работает. И работа эта трудна, овцы сыты, напоены, и теперь чабан ветеринар. И хотя овец тысячи, он каждую знает, и каждый поможет. Вот так в любую погоду, целый день напролет, так вчера и сегодня, и завтра, так всегда. Жизнь в степи бедна переменами. Приезд гостя – праздник. Приезд такого гостя – праздник вдвойне. Давний друг, народный поэт Константин Эренженов. Гостя встречает по старинным степным обычаям. Затейливые приветствия, пиала калмыцкого чая. Подарки, фотографии, снятые в прошлый приезд. Они говорят так. Вот этот выступ сюда. Значит, хозяин смелый, стремительный. Так. А если вот эта линия будет широка, это верблюжья тропа. И, наконец, застолье. Неторопливая беседа, легенды и чабанские поверья. Это поширше, вот видите глубина. Значит, овцы будет много. Много. А теперь этот котел, хозяйка котел. Вот. Если это бывает совсем ничего там не бывает, смотрите. Вот. Вот. Наваришь, видите, вкусом. Hayatını kusumta. Hayatını kusumта и днёмок-то. Но праздник кончается. Как вчера, как Атара снова уходит в степь. Будни старшего чабана совхоза Ленинский Целинного района Ильи Очирова такие же, как у всех калмыцких чабанов. В этих буднях заботы, дальние пастбища и долгие в седле. Если вы надели обнову, вспомните о них. Как слагались песни о вольных табунах калмыцких коней. Покорял расстояние, овца кормила и одевала. Овцы были богатством степи, но калмыки мечтали о другом богатстве. Они мечтали
мечтали о воде и пели песни о стране, в которой земля, вода и солнце отдавали себя люди без остатка. Богатые огороды колхоза «Новый мир» Яшалтинского района на западе республики. В Калмыкии издавна любят коней и знают в них толк. Будет вода, будет рис. И вперед. Никогда раньше калмыки не выращивали рис. Скептики сомневались в степях. Но ученые решили же год. Урожай в совхозе «Восход» Сапинского района на севере республики был одним из лучших в стране. Даже знатоки поражены. И теперь убеждать не приходится. Урожай говорит за себя. На волжских берегах заготавливают сено. В городском шуме островок тишины. Каменный солдат строг и суров. Он с собой защитил этих детей, и сейчас он в строю. Как в строю ветеран войны, доцент Пюрвя Эрдниев, педагог, математик, ученый. Вся его жизнь связана с ними, с их будущим. И Эрдниев учит учить. Исследование посвящено поискам путей интенсификации процесса обучения математики, как в начальной школе, так и в средней школе, и даже частично в высшем учебном заведении. К сожалению, сейчас лето, мы не имеем возможности показать систему в действии в классе или в аудитории, поэтому мы решили ограничиться меньшим. 3 и 2. Какой пример можно составить этими числами? 3 прибавить 2 получится 5. 2 плюс 3 равно 5. 5 минус 3 равно 2. 3 плюс 2 равно 5. 5 минус 2 равно 3. 5 без 2 равно 3. 3 увеличить на 2 получится 5. 5 уменьшить на 2 получится 3. Когда составляли эти два примера, каким правилом пользовались? От перестановки мест слагаемых сумма не
показали сущность разрабатываемой и исследуемой нами методической системы на примерных уроках, проведенных в 1 и во 2 классах. То, что мы видели, касается элементарных операций. В современной педагогике ведутся различные исследования, направленные на то, чтобы интенсифицировать умственный труд учащихся, чтобы выполнить государственные программы за кратчайшее время и добиться при этом углубленных знаний. Наш подход, который мы осуществляем совместно с учителями города Элисты и Калмыцкой республики, имеет такую особенность. Мы пытаемся создать структурно новую систему подачи математических знаний. Оказывается, в математике надо различать знания и связи между знаниями. Так вот, очень часто в погоне за самими знаниями мы теряем связи между знаниями, то есть диалектика явления упускается. Оказывается, можно обучать ускоренно, и мы бы назвали такими укрупненными единицами. То, что нередко разводится во времени на почтительное расстояние друг от друга, скажем, некоторые операции сейчас разведены на месяцы и даже годы, оказывается, совершенно необходимо изучать одновременно. Элиста живет своей жизнью. Степные ветры теряют здесь силу, тихо шат истины, застывая среди камней. Зной зовет к покою. Бары умиротворяют зеленью и тишиной. Построенный на песке, город полон движения и жизни. Он работает, строит, отдыхает. Эти двое тоже гости, отец и сын Цагановы. Отец рабочий, сварщик, нефтегазоразведки. Сын будет рабочим. Приехал поступать в училище. Знакомый транспорт. Для него самолет, что автобус для горожанина. Каждый день монтажники Каспийской экспедиции нефтегазоразведки летят на работу в степь. Летят за 100 километров к своей буровой. Сегодня трудный день. Хотя легких дней здесь не бывает. Предстоит спуск вышки. Назад тележку надо. Приподняйте назад чуть-чуть. Она здорова. Я здоров. В тени плюс 40. Но тень здесь понятие условное. Тени нет. Есть степь, зной, идущий в лицо песком. Но есть и люди, и их дело. Давай. Через верх. Здесь смешались вековой запах полыни и запах машинного масла. Солнце обжигает землю, людей, машины. Люди выдерживают, машины не всегда.
Сырой, горячий воздух разрезан тросами. Солнце и ветры прокоптили, задубили руки людей, и стали они крепче стальных тросов. Теперь в путь. Геологи дали новую карту. И ведет она дальше в степь. Это новые места, новые скважины, новые поиски. Степь часто зовет и манит людей миражами. Не мираж. Так меняется извечный степной пейзаж. Меняют его эти люди. Через 2 года сын станет отчим. Подрастает и второй сын. И станет сварщик Бадмах Алга Цаганов основателем новой калмыцкой рабочей династии. Рассказали о 3 калмыках, а могли бы о многих. Бумбин Орн, по-калмыцки страна